И Так, тишина. доброго времени суток. Да. А, Так, у нас стрим пошел, да? Да. Вот, все. Да. Доброго времени суток. Меня зовут Ринчин Гамбоев. Мы проводим рестрим на Республике Бурятия. Пошел, да? Да. Сейчас. Вот, извините. Вот. Стрим организован у нас движением Тузгар Бурят Монголия. У них есть свой канал. Там тоже идет трансляция. И у нас еще идет трансляция на Саха Резистенс. Поэтому давайте вот Марина будет вести как раз этот разговор с Владиславом Алмусовым. И Магомед Тариев тоже будет помогать в этом. Так. Все, я передаю слово Марине. Спасибо, Ринчин. Добрый вечер, Бурятия, добрый вечер, Саха, Якутия. Сегодня у нас в студии легендарный Владислав Амосов, очень интересная личность. И для тех, кто не знает, я хочу обозначить его образование. Владислав родился и вырос в якутской деревне, затем он учился поступил и учился в университете имени Баумана в Москве. После этого учился в Академии ракетных войск стратегического назначения, прошел Вторую Чеченскую войну, после чего в военном инженерно-техническом университете в Петербурге стал младшим научным сотрудником. После этого он был приглашен Генеральным штабом Главного разведывательного управления России, где работал в научном отделе и занимался математическим моделированием сложных технологических систем. Владислав, спасибо огромное, что вы согласились на этот эфир. По многочисленным просьбам мы вас пригласили. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что офицер ГРУ вдруг делает разворот на 180 градусов и начинает борьбу за независимость Саха-Якутии? Здравствуйте. Рад вас всех видеть. Это, наверное, уже судьба, можно так сказать. Потому что я же в первую очередь Саха, а потом уже офицер и прочее, прочее. И так сложилось, что да, я дошел до того, что когда началась война России и Украины, то я выбрал, что надо защищать тех, на которых напали, а не выступать на стороне агрессора. Вот и все. Спасибо. У меня сегодня ведущий Магомед Тариев, представитель Ингушского комитета независимости. Добрый вечер всем слушателям. Я хочу сделать небольшой анонс о Владе. Мы с Владом лично знакомы, познакомились год назад в Киеве. И Влад стал, скажем так, одним из спусковых механизмов, которые запустили процесс объединения наших народов. Первым была Марина, которая еще в Вашингтоне 25 апреля, если я не ошибаюсь, 23 года предложила эту идею, а Влад вложил в нее смысл. Потому что Влад сказал, вы ездите на эти конференции, бесконечно собираетесь и обсуждаете там, что вы будете делать после России. Но я никогда от вас не слышал, что вы будете делать с Россией. Потому что если вы как бы не разберетесь с Россией, то все ваши обсуждения – это дележка шкуры неубитого медведя. И я хочу спросить Владислав, вот вы выбрали, безусловно, правильную сторону. Вы выбрали сторону не Украины в этом конфликте, вы выбрали сторону Якутии в этом конфликте, потому что якутам, Саха, республике Саха, народу Саха, эта война не нужна. Это абсолютно чуждая вашему народу, и моему народу, и Марининому народу война. Развязана исключительно русскими, исключительно в их, я не знаю, мне сложно это назвать, национальном интересе. Я не знаю, может ли быть национальный интерес в том, чтобы уничтожать сотнями тысяч абсолютно безвинных людей.
ради каких-то глупых имперских идей, которые, ну, можно сказать, довольно... Срок годности которых вышел еще, наверное, в XVIII веке. Но русскими продолжают пользоваться. Отношение к вам со стороны тех, с кем вы служили, с кем вы учились, я уверен, таких людей тысячи, каким оно было? Как они отреагировали на ваш выбор? На нынешнее мое состояние? Да. Не, ну я же с ними не общаюсь, как бы, поэтому, да, там кто-то в комментах заходил, и самое удивительное, что тот товарищ, с которым я в академии больше всего конфликтовал, там, да, у нас мы и драки были, и то все, как бы, и в принципе, как бы, я, можно сказать, и косвенно повлиял на его судьбу, на его отчисления и прочее разное, да, он выступил горячим моим, как бы, ну, горячо меня поддержал, да, наверное, потому что он находится в Америке. Он прямо из Америки как бы написал: Влад, какой же ты молодец, да. И в тот же момент как бы залез другой однокурсник и тоже, ну, и они начали уже внутри этого спорить, да, как бы, предатель я или не предатель, да, как бы. А по поводу, да, что в Украине меня достаточно быстро раскрыли. Я же проходил там проверки, и женщина, которая там вот эту спецпроверку проводила, она такая мне сказала: ну вы же приехали, ну, получается, вы приехали воевать за свою республику, а не за Украину. Ну, я говорю, ну да, говорю, но это же одно другому не мешает. Она сказала: ну да, в принципе, это же тоже неплохо. У нас общий враг. Ну, такой вот расклад получился. Хорошо, а у меня к вам еще один вопрос. Вот они нас, тех, кто за свой народ, за свою землю, за свою республику, называют предателями. Скажите, вот мне просто интересно ваше мнение, Влад. Может ли оккупированный, многократно подвергнувшийся различным формам дискриминации, уничтожения, геноцида, я не знаю, что только над нашими народами не вытворял один народ. Все рассказы о том, что это был Сталин, это были цари, это были Путины, Ельцины, но мы понимаем, что это примерно, скажем так, концерты для бедных, которые они нам устраивают. А по факту, может ли нерусский человек из захваченного 100, 200, 300, неважно сколько лет, региона, республики, страны предать Россию? Да нет, конечно, да. Мы же, у каждого есть свой народ, есть свои традиции, свои идеалы, и за них мы воюем. Какие мы можем быть предатели, да? Как можем мы быть сепаратистами, да, как бы, если мы на своей земле пытаемся жить по-своему, всего лишь, да? Ведь если бы не было вот этого угнетения, не было бы вот этой несправедливости, не было вот этого грабежа, ну, наверное, не было бы никакого сепаратизма. Ведь есть много стран, да, где есть другие народы, и они, в принципе, очень, ну как, хорошо взаимодействуют и, в принципе, нормально живут. Люди просто живут, наслаждаются жизнью, без всяких там вот этих перегибов. А у нас же получается просто выживание. Выживание, самоуничтожение. И, как я всегда утверждаю, что лучше всего убивает не патроны, не оружие, там, не ножи. Лучше всего убивает бедность. И вот Россия так делает, чтобы мы все жили бедно. Какая-то кучка, которая нами управляет, тайоны, там, князья, они живут хорошо, они их таким образом покупают, а все остальные мы живем бедно. И эта бедность нас уничтожает лучше всякого, как бы, оружия или там голода или еще чего-то. Искусственная бедность, не Да, настоящая. это ведь, конечно. Ну, я же удивился, когда, ну как, переехал на загнивающий Запад, да. Я вот, когда в Польшу переехал, я, ну, решил, до этого особо не интересовался. Запад, как бы, что, чем же они, на что они живут здесь? Что в Польше есть, как бы, что они добывают? Ничего не добывают. Тут ничего нету, как бы, да. Угольные шахты закрылись, золота нету, алмазов нету, нефти нету, газа нету. Ну ничего практически не добывают. Ну соль, может, добывают, да. А у нас же, ну, все добывают, но почему-то тут живут гораздо лучше, чем мы. И хотя здесь их там миллионы и миллионы, да, как бы на маленькой территории, вроде, как бы, ну,
Мы должны были жить лучше их, лучше большинства в мире. Но почему-то так не получается. Ведь даже просто если взять не, скажем так, богатство, да, то есть сами, что нету ни нефти, ни газа, ни алмазов, ни золота, да, но просто своим трудом как бы жить же мы можем, производить что-то, продавать, покупать, там, и жили же мы как-то до прихода русских нормально, как бы, выживали, размножались, как бы там, нас становилось больше. Пришли захватчики, и мы никак не можем вырасти. То голод, то еще что-то, как бы, то репрессии. Что меня вот еще удивляет, да, был какой-то еще процесс развития до революции. До революции у нас были своя элита, были свои торговцы, предприниматели, которые торговали с Китаем, с Японией, с Америкой, которые строили школы, больницы, дороги, спонсировали учебу студентов в центральных вузах, где-нибудь в Москве там. И где они все? Где они все, называется? Вот так Они и уничтожают народ. изгнаны. Что? Они расстреляны и они изгнаны. Они Да, да. Ты знаешь, вот ты меня заставил задуматься над тем, что, например, мой родовой башенный комплекс, там, замковый комплекс, другие ингушские башни, замки, эти комплексы, они построены, я не знаю, в какие века, честно. Я не археолог, а цифрам, которые говорят о них русские, я не верю. Но вот они построены все задолго до, наверное, появления русских как нации, как и России как государства уж точно. И эти комплексы стоят, эти башни стоят, если они не разрушены русскими. Они только русскими разрушены. То есть ни Чингисхан, там, ни кто-то еще, кто туда приходил, никто их не разрушил. А вот русские их пытались. И большинство, конечно, они разрушили. Но те, что стоят, стоят до сих пор. А со времен прихода русских на территорию моей родины нету ни одного здания, которое бы сохранилось фактически, да. То есть они при них, соответственно, я могу точно сказать, что до появления русских ингуши могли строить замки. С приходом русских ингуши не могут нормально ничего построить, потому что, ну а как ты будешь? Знаете, есть такая обманная система для нерусских народов, когда тебе говорят, а ты иди во власть, а ты зайди в правительство, а ты стань министром, и все исправишь. Скажите, вы видели в своей жизни таких исправивших? Да нет, конечно. Я тоже по молодости так думал, да, что вот что армия станет хорошим социальным лифтом, да, что я могу как бы вырасти и потом вернуться домой и что-то там изменить. Но я понимаю, да, что как бы сейчас уже понимаю, что ну, это невозможно, да. Либо ты меняешься и становишься марионеткой Кремля, либо ты просто как бы, ну, тебе не доверяют такую власть. Я очень много знаю порядочных людей, которые, да, стали, знаю якутов, которые, скажем так, большими начальниками стали воинскими именно, да, но в республику их не пригласили, потому что они порядочные люди. Они вот именно как в армии могли вырасти как профессионалы, но руководство республикой или какой-то районом или чем-то им не доверяет, потому что они порядочные люди. А там надо быть глубоко непорядочным, чтобы влезать в эту клоаку. Вот, а что можно сделать, чтобы нерусские люди поняли, что они никогда не станут своими для русских, что никогда русские нам не позволят ни жить хорошо, ни построить себе нормальную систему образования, экономику и так далее. Вот как достучаться до людей, как вы считаете? Потому что ведь вы знаете, и в Якутии, и в Бурятии, и в Башкирии, и в Ингушетии, везде огромная масса людей, которые говорят, что ну а как без них или без них мы загнемся? Как вот от этого комплекса избавиться? Да, так я думаю, надо добиться того, что как бы мы отделяемся и показываем, как мы будем, ну, как начнем мы жить, да. И да, сначала будут какие-то там, ну, как бы пару лет, считаю, всего лишь там ухудшение жизни небольшое, да, потому что, ну, логистика нарушена, все экономически нарушено, но потом-то мы заживем, да, и все увидят, что мы можем, оказывается, жить без, без Москвы, без вот этого гнета. Ну,
всех волнует вопрос экономики, да, что вот без России мы не можем жить. Там придет Китай, придут американцы, нас всех тут вырежут, нас всех там уничтожат. Вот эти нарративы прям Кремль насаждает полным ходом. Но ну вот давайте подадим пример, да, как бы, что давайте мы отделимся, или давайте вот проведемте такой эксперимент, да, что вот на 5 лет мы отделяемся, как бы, ну, от России, проведем референдум, на 5 лет отделяемся. Если за 5 лет мы не заживем, то ладно тогда уж, да, как бы. Но такой эксперимент невозможен. Возможно только вооруженное силовое как бы отделение. Причем не одной республики, а всех сразу, чтобы не было вот этого воссоздания снова Советского Союза или даже сейчас уже страшного воссоздания этой Российской Федерации. Потому что мы же видим, да, что такое Российская Федерация. Это та же имперская политика, тоже продолжение империи. Поэтому эти люди, которые сейчас не верят, да, они буквально, думаю, год-два независимой жизни, и они на 180 сразу поменяют. Потому что, станет наконец-то возможно просто жить. Не выживать там, не, скажем так, не испытывать неудобств от того, что ты гражданин какой-то окраинной республики. Потому что в случае, когда каждый регион станет отдельным государством или группа регионов, то это станет центром мира. Представляете, вот Республика Саха, Бурятия, Ингушетия станут центром мира, самодостаточно. Не надо никуда. Вот сейчас в Якутии кого не спроси, почему так не делаешь? А потому что Москва не велит. Или почему так делаешь? А потому что Москва так сказала. Все же кивают только вот на центр. Все. А когда центр там, в Москве, а если центр станет твой дом, твой район, твой город, все, как бы. Вот знаешь, ты поднял... Не надо ходить. Ты поднял удивительную тему. Я недавно писал статью, где написал, что ингуш в начале 20 века был гораздо более независимый. Почему он там поддержал в гражданской войне красных, не давая воссоздать Российскую империю? Потому что он был самодостаточный, он был богатый. Ему русские только мешали, ему эта империя только мешала. А сейчас ингуш, бурят, якут, башкир, калмык, они все обложены этими пенсиями, социалками и так далее. И у меня такое чувство, вот честно скажу, складывается, что из-за того, что мы живем с русскими под их властью, даже прогресс нас обходит стороной, понимаете? Вот даже вроде бы казались новые технологии, новые там прорывы какие-то, должны нам дать новые возможности. Нет. Да. И прогресс мимо нас проскочил. Мы остались вообще без ничего. Понимаете? Не способны, и только страх появился. Мы приобрели страх, что мы без них умрем. Да. Как, в общем, ужасно это все выглядит со стороны. Марина, вы так не считаете? Я, знаешь, слушаю тебя и хотела подчеркнуть одну вещь. Когда мы говорим русские, да, мы имеем в виду не национальность. Да, безусловно. Это мы имеем в виду ту систему, которая мыслит имперскими нарративами, навязывает их, и все эти века угнетает коренные народы. И среди коренных народов, извините, есть русские, да? Вот именно. Как величие империи, Киев за 3 дня. Хватает. Вот хватает. Без них Москва бы не удержала власть в наших республиках. Однозначно нет. Да, Магомед, я хотела бы еще зачитать вопросы от зрителей, которые готовились и присылали нам свои вопросы, да. И главный вопрос — это, конечно, как связаться с Владом, если кто-то хочет попасть. Это первый вопрос. А второй главный вопрос — как? Хорошо. Да. По очереди, да. В данный момент в Сибирский батальон можно попасть через гражданский совет. Я думаю, потом мы прикрепим это. Почему я агитирую за гражданский совет? Потому что в данный момент нету никаких других подразделений, ребята. Если бы я хотел, если бы у меня была возможность где-нибудь создать на территории третьей страны место, куда мы можем все собраться, вооружиться, тренироваться, готовиться, пройти боевую обкатку на территории Чечни и дальше уже инфильтроваться обратно в свои республики, я бы это сделал. Но в данный момент нет такой возможности, и
возможность пройти военное обучение, испытать себя оружием в руках, пройти проверку, есть только в данный момент на территории Украины. И поэтому тот, кто хочет свободы, не просто сидеть ждать, да, а хочет за нее бороться, который готов, как бы, то обращается в организацию «Гражданский совет», там есть телеграм-канал, там полностью инструкция есть, через там Proton Mail, письмо и прочее разное, поехать и вступить. Смотрите, ведь вы, во-первых, находите единомышленников, первое. Во-вторых, вы там проходите военную подготовку. В-третьих, вы проходите боевую подготовку, точнее, проверку боем. Потому что тот человек, который не был на войне, который не стрелял, да, он, каждый человек не знает, как он себя поведет в той или иной ситуации на войне, да. А когда тебе надо будет сражаться за свою республику, за свою страну, за свой народ, тебе надо быть готовым, что придется биться не на жизнь, а на смерть. И когда ты будешь понимать, что ты готов за это убивать людей и готов сражаться, то ты уже стоишь тысячи тех, которые вот сидят на диване и говорят: да, неплохо было бы независимость, да, как бы. Один плюс, как я считаю, да, что вот там, собравшись 20-30 человек, которые, выбрав себе командира, выбрав себе лидера, назначив людей, кто будет отвечать за снабжение, кто отвечает за медиа, создать небольшую армию, которая может уже сама себя обеспечивать. И вы этой армией возвращаетесь к себе на родину, и вы самодостаточны, вы уже сила, вы все владеете военной специальностью, вы команда, среди вас нету предателей ФСБшных, и вы уже сила. И вы можете творить все, что угодно. И, соответственно, можете добиться таким образом независимости. В чем еще беда, да? Что когда встает вопрос о национальных подразделениях, первый вопрос у Украины, да, сколько вас? Если там 5 человек, 10 человек, где-то, говорят, ради вас мы не будем создавать какое-то отдельное подразделение. Если наберется там 50-100 якутов, бурятов, там, калмыков, то можно уже создавать отдельные национальные подразделения, которые будут уже, свой штат, своя техника, свой флаг. И, как уже есть же чеченские подразделения в составе вооруженных сил Украины. И да. Влад, у меня я думаю, что... сейчас я закончу, да, что и таким образом можно вырасти до своего подразделения, до своей армии. Потому что без армии независимость невозможна. Первое, из чего создается государство, это вооруженные силы. Всегда. Это непреложный закон, что сначала вообще, как создавались государства, да, создавались армии, это дружина, это какое-то войско, и вокруг него создается государство. Да, слушаю. Влад, скажем так, из-за того, что наши народы находятся в оккупации, из-за того, что со стороны мирового сообщества, скажем так, поддержка чуть ниже нуля в отношении наших народов, и нас вообще, мягко говоря, благодаря усилиям и хороших русских на Западе, и наших коллаборантов, вступивших в различные национально-поработительные движения новые, которые созданы русскими, и которые доказывают, что мы там проведем какие-то референдумы, будем как-то, найдем общий язык с ними, хотя я не знаю, зачем это нам надо. Но вот мы очень ограничены в своем моб-ресурсе, будем откровенны. И не кажется ли тебе логичным, чтобы все, скажем так, не русские, да, те народы, которые хотят освободиться от русских, от Москвы, если создавать на данном этапе вооруженные силы, то если мы хотим набрать достаточное количество, то мы должны объединенное делать какую-то. Потому что нам или мы все выйдем, или они нас по одному перебьют и передать руками нас же.
Ну, об этом я и говорю, да, что в данный момент это вот сибирский батальон, это и есть такая как бы концентрация всех, которые хотят с оружием сражаться против этой империи. И и по мере роста как бы этих можно уже создавать свои национальные подразделения. У меня была изначально мысль, да, что не создавать национальных отделений, взводов, а всех, наоборот, раскидывать, да, что когда придет момент создания армии, там уже есть готовые дронщики, артиллеристы, там, вплоть до авиации и прочее спецслужб. Ну, чтобы как это, каждой твари по паре, да, чтобы везде были свои специалисты. И таким образом в нужный момент они все собираются и едут освобождать свои республики. И если одномоментно, представь, во все республики поедут такие команды, то... Вот идеологически же, будем честны, идеологически народы же пока не готовы. Потому что должна быть у людей идеология, должна быть у людей какая-то идея, за что они. А просто так воевать, просто так ехать, да, без идеи будущего своего государства, без идеи будущей своей независимости, ну, это либо там искатели приключений, либо наемники, да, две категории. А идейные люди, им нужно какое-то основание. И вот я знаю, что Якутский комитет независимости взял как бы курс на независимость, провозгласил независимость. Скажите, что вы думаете по этому поводу? О движении независимых народов? Вообще народ, не только Якутия. Ваши оценки, что правильнее сделать, что лучше, что изменить, что исправить или к чему стремиться? Независимость уже сама по себе, это уже идеи уже есть, понимаете. Я уже встретил людей, которые сделали своим смыслом жизни, да, освободить свой народ, как бы, биться за независимость. Что уже среди якутов есть такие люди, которые вот мне сказали, да, что вот я все вот сделал смыслом жизни, я буду биться с Московией, там, с Кремлем, да, за свободу своего народа. Как бы. И таких становится все больше и больше. А общий народ, да, ну, все, как говорится, хотят независимости, все хотят жить свободно, но мало кто готов умирать за это, да, это есть такое. Рабом умереть гораздо проще, свободным человеком умереть очень сложно. Ну, рабу живется проще. А свободному человеку он сам принимает решения, сам отвечает за свою жизнь, за свою семью, за свою страну. А рабу ничего не надо. Ему сказал начальник, да, и все как бы. Ошейник раба всегда легче доспеха воина. Да, можно так сказать. Я же общался с ребятами, которые пришли в сибирский батальон, да, там что не человек, то судьба. Поэтому я думаю, что там вопрос ко мне. Закончу тем, что в сибирский батальон попасть достаточно просто. Надо терпение, надо усилия, и надо именно вот это вот внутренний стержень, уверенность в правоте своего дела. Тогда все идет просто, понимаете, как бы подождать там месяц, где-то там 2 месяца. Люди год ждали, чтобы попасть в сибирский батальон. Представляете, вот как бы они только начали копать в этом отношении, и год они вот так рыли, там, переезжали, там, люди там в палатках в лесу жили, там, какими-то там этими лесными тропами переходили границы. И они добились своего, как бы, чтобы получить ту возможность сражаться с оружием в руках. Марина, вы второй вопрос хотели? Второй вопрос, вы частично на него ответили. Как получить независимость? Вы говорите, вам нужно 100 бурят, 100 якут, и вы уверены, что независимость можно будет получить? Да, вот люди спрашивают. Я говорю, независимость – это небольшое как бы, количество людей самодостаточных, да, которые могут вокруг себя собирать людей, генерировать и стать на самообеспечение, да, и все. А уже как только они начнут как бы освобождать свою
республику, свой регион, тут же появится вокруг них большая толпа, да, всех тех, которые ждут этого момента, в том числе и за границей, и внутри, которые сразу подскажут, что вот что делать с экономикой, что делать с налоговой, там, таможней, погранслужбой там, и прочими, все этими мелкими деталями. Многие спрашивают про экономику, да, как мы выживем, да, без России, как мы выживем без Москвы, да, как будут к нам товары поступать. Ну, это мне вот как бы удивляет такие вопросы, потому что мы живем-то уже не там в 18 веке, не в 17 веке, да, где там, перекрыли одну дорогу и все, как бы, можно голодать, можно там руки складывать, все с голоду вымрем. Но сейчас вообще-то 21 век, даже в прошлом веке, например, был же, помните, инцидент, когда Советский Союз перекрыл Западный Берлин. Просто туда невозможно было проехать, только самолетом. В итоге США, устроив воздушный мост, кормили 5-миллионный город. 5 миллионов человек, не только продукты, уголь, одежду, все, понимаете. В течение года 5-миллионный город как бы жил там, точнее, жил за счет как бы воздушного моста. А сейчас еще проще. А тем более мы, если отделимся-то не по одному, а все, то мы быстренько все договоримся. И все эти экономические связи быстро восстановим. Это вопрос даже не месяцев, а недель. Это все будет, то, что сейчас есть, все будет продолжаться, но только потом потихонечку как бы мы будем строить свое государство и будем строить свою экономику. Так что в этом отношении, ведь вопрос, даже, скажем так, выживания, да, вот сейчас в Якутии разреши старательскую добычу золота, просто, знаете, это будет, как скажем так, новый Клондайк в мире, знаете, миллионы туристов приедут просто копать золото в Якутию, просто успевая как бы продавать им лопаты, да, и выдавать лицензии. И все, как бы. И только на этом можно жить, знаете, как бы. Территория большая, как бы, золото просто немерено. Я в свое время проверял, меня вписали в комиссию по проверке секретной библиотеки. И это, оказывается, каждый год издается журнал «Сведения, закрытые к опубликованию». Это значит, такой журнал в советское время каждый год издавался, или он даже раз в квартал, что ли, издавался, что для прессы там наименование, то, что нельзя упоминать в прессе, название. Я как бы ради интереса открываю, а что же это интересно же, что там как бы запрещено к опубликованию. И только открываю, Якутия, ручей такой-то, приток такой-то, ручей такой-то, золото, серебро, олово, уран, там, все подряд, да, вот эти редкоземельные металлы. И половина книги там это просто вот Якутия, знаете, золото, сколько там. Это, оказывается, мы даже там 1/10 не знаем, что там находится. А геологи прошли, это уже вписали, но этот ручей какой-то там, который называется там, и никто и не знает, даже местные некоторые не знают это название, но оно на картах есть. И там лежит золото, знаете. А нам запрещают. К сожалению, оно не якутское золото. Да. На данный момент. Оно не наше, да. К нам присоединился Руслан Габасов. Да, добрый день. Руслан Габасов. И я хотел бы попросить его. Салам алейкум, Руслан, и прошу вас выйти в эфир и задать вопросы нашему. Всем валейкум ассалам. Всех рад приветствовать. Спасибо большое. Мне задать вопрос? Да. Вот у нас гость программы Владислава Мосова, и мы ему задаем. Владислава я, к счастью, знаю. Уже давно общаемся. Приветствуем вас. Да. Вопрос такой. Какие отношения будут построены у вооруженной силы Якутии по отношению к соседними государствами? Какие будут союзы, в первую очередь стратегические союзы у Якутии? С кем будут? На твой взгляд. Во-первых, с соседями. В первую очередь это будут военные союзы с соседями, да, как бы это обязательно. И, соответственно, так как
А дальше уже будет идти вопрос о совместных границах, потому что, ну, охранять республику с ее протяженными границами абсолютно невыгодно, да? Нам проще выделить экспедиционный корпус, который будет охранять на внешних границах с нашими соседями. У нас будет общая граница какая-то, отдельные государства, но у нас будет свой какой-нибудь Шенген по-любому, в любом случае будет, как в Европе сделано. И какие-то общие союзы. А в дальнейшем мы, наверное, будем все равно дружить с тюркскими народами. Это, и, думаю, союзником нашим будет Турция, Казахстан. И основным союзником нашим будет это Америка, которая тоже с нами граничит через океан. Вот и все. И имея такого соседа, мы можем быть более-менее спокойны. Если вы не против, я вот здесь читаю ленту новостей, если вы не против, я бы хотел попросить Руслана Габасова сделать короткий брифинг нам о ситуации в Башкирии, потому что мы все следим за этими событиями, все подписаны на все социальные сети башкирские и знаем, что там не только идут аресты, убийства, пытки, но и пытки даже продолжаются после того, как людей отправляют куда-то по этапу. Руслан, можете вы нам сделать короткий брифинг по ситуации в Башкирии, потому что ситуация очень тяжелая. Да, ситуация тяжелая, репрессии продолжаются, и уже даже начали брать в заложники жен тех, кто успел скрыться. Вот у нас есть такой эколог Ильдар Юмагулов, он уехал с территории то ли Башкортостана, то ли России, но в любом случае то есть его не взяли. И вот буквально вчера пришла информация, что он заявил о том, что в его доме прошел обыск, его жену увезли в неизвестном направлении, до сих пор о ней ничего, никакого ни слуху, ни духу. Задержано на данный момент что-то около 40, задержано больше 100 человек, то есть многим из них выписаны административные аресты. Пока они задержаны, с них выбивают показания, у их телефоны усиленно проверяются и ищут какую-то там организованную группу, организованный какой-то умысел заранее. Уже известно, что больше 40 человек на сегодняшний момент, на них заведены уголовные дела, участие в организации, участие в массовых беспорядках. Это впервые в России применили такую статью, то есть ее хотели применить в 2012 году в Москве, но ее возбудили, но ее не стали применять, в итоге ее свернули обратно. А вот здесь, в Башкортостане, да, ее применили. Статья, то есть за участие в массовых беспорядках идет от 3 до 8 лет. За организацию там уже идет от 8 до 15. Пока за организацию у нас одного человека привлекли, отца 6 детей, которого для меня вообще, я его, вот, если честно, я о нем никогда не слышал и никогда бы не подумал, что он может... Ну так оно и есть. Он не может быть организатором, потому что там организаторов нету. Люди просто пришли, собрались на оглашение приговора. К ним начали применять силу физическую, и, соответственно, люди не выдержали, ответили. Потому что у каждого есть свое достоинство. И здесь уже как-то искать, что были заранее спланированы какие-то массовые беспорядки, что мы там планировали заранее там кидать там, глыбами льда там, или еще чем-то там, или бить этих ОМОНовцев. Никто, конечно же, этого не собирался делать. Поэтому идут репрессии для того, чтобы запугать народ, чтобы задавить его и показать всем другим народам, что вот что с вами будет, если вы будете действовать так же, как действует Башкирия в следующий момент. Но я скажу так, что, конечно же, своего они не добились, народ башкирский не запуган, это точно, и это я могу судить по тому, как на сегодняшний момент башкирский народ действует, что он пишет в социальных сетях, он объединился в группы, тут же идет активная помощь всем задержанным, семьям задержанным, многие семьи открыли свои счеты, и им активно перечисляют деньги на помощь адвокатам, вообще на помощь.
За рубежом башкиры активизировались. Допустим, наш комитет Башкирского национального движения за рубежом, мы обратились к мировой общественности по поводу репрессий в Башкортостане. Идут сборы денег. Я знаю, что башкиры активно помогают тем, кто уехал. Поэтому мы стараемся, конечно же, не оставлять в беде. И вообще башкирский народ не оставляет в беде тех, кто сегодня задержан. И сам Фаиль Алсынов, вот уже второе письмо он опубликовал, где попросил всех задержанных не оставлять их одних, один на один с этой бедой и помочь. Ну, как судьба вашего брата, который был арестован еще до событий, Рустама Фаралидинова? Эти события повлияли как бы на него? Я думаю, что никак не повлияли. Он также находится в тюрьме. Дело уже, насколько я знаю, уже собираются передать в суд. Дело уже закрыли. И теперь только ждать суда и уже оглашения приговора. Я как бы не надеюсь, что, конечно же, что там вот эта репрессивная власть как-то там отпустит его или оправдает. Конечно же, они на это не способны. И поэтому у меня получается двойной мотив сегодня уже для того, свергать этот режим, как общенародный, так и личный мотив. Поэтому я уверен, что мой брат, как и все другие наши политические заключенные, будут на свободе только тогда, когда этот путинский режим, фашистский режим рухнет. Но мы читаем не только друзей, мы читаем и врагов. Комитет башкирской независимости за рубежом обвиняют во всем, то есть тотально. Нету нигде даже сомнений. Скажу вам так, что со стороны ингушского народа, и я не ошибусь, если скажу, что со стороны якут, калмыков, бурят, вы имеете абсолютную поддержку, абсолютное понимание. И мы считаем, что мы с вами едины в этой борьбе и горячо поддерживаем вас. И для нас, ни для кого нет никаких сомнений в том, что то, что сегодня началось в Башкирии, дальше раскатится по всей России. Потому что то, о чем вы говорите сейчас, Руслан, это, понимаете, вот то, что они приклеивают группы, да, группы они создают только для того, чтобы увеличить срок. Потому что преступление, совершенное в группе лиц, карается гораздо сильнее, чем совершенное в одиночку. Соответственно, они пытаются людей на максимальные сроки запрятать. И я думаю, что отношения, мы прекрасно все понимаем, что их отношение к ингушам, бурятам, якутам, им без разницы, башкирам, оно ничем не отличается. Мы для них все абсолютно одинаковые и, скажем так, люди не высшего сорта, мягко говоря. Соответственно, это только вопрос времени. Поэтому сегодня мы абсолютно едины и поддерживаем башкирский народ. Я сразу вот хочу, пользуясь моментом, хочу выразить благодарность. Действительно, чувствуется поддержка от многих народов Российской Федерации, которые находятся в таком же положении, как и башкиры. Это вот и ингушский народ, и обращение вашего руководителя, главы комитета независимости, да, Ингушетии. И буряты очень сильно помогают. И прямо сегодня идут протесты в разных странах мира, митинги идут, которые организовала также и бурятская диаспора. И якуты нас поддерживают активно, и в социальных сетях об этом пишут. И поэтому я очень благодарен. Спасибо всем. Мы все с вами. Марина? Я предлагаю вернуться к вопросам, которые задают, не знаю, Магомед, ты видишь там их на экране? Нет. Вот один из вопросов был, как объяснить россиянам, что диктатуру не победить голосованием? Ну, это действительно такая вот, как бы важный вопрос, да, как объяснить людям, что разговорами, вежливостью мы ничего не добьемся. Да не надо ничего объяснять, надо просто брать и делать. Надо просто... Я считаю, что время разговоров закончилось, да, что время кого-то уговаривать, кого-то просить, там, отпустите нас там, или давайте проведемте референдум, да, я считаю, что это время закончилось, что всегда, когда любые страны, любые народы обретали независимость, всегда были манкурты, всегда были те, которые за империю, всегда были,
всегда после обретения независимости проходит такая гражданская война все равно, в любом случае. Это неизбежно. Но что делать, как бы? Это плата за независимость. И мы это все должны пройти. И, ну что ж, как бы, я думаю, мы это У пройдем. нас 4 народа здесь. 4 народа здесь. Кто из нас через референдум входил в состав России? Нет, конечно, да. Вот именно, вот именно. Завоевали, Мне просто очень забавно бывает слушать нравится, не предложение нравится русских, называть. что давайте проведем Да. референдум. Я говорю, давайте. Если мы входили в состав вашей империи через референдум, то, безусловно, он должен быть референдум о выходе. Но мы входили на штыках, и, к сожалению, наверное, и выходить на штыках придется. Особенно, что смешно, когда они за много веков нахождения наших народов в составе этой империи, ну, неважно, как она называлась, там, Российская империя, СССР, да, или Российская Федерация, за это время они нас колонизировали, приехало колонизаторов больше, чем даже коренного народа, а сейчас они хотят провести референдум, используя голоса людей, именно вот этих колонизаторов. Да, да. Крым Выглядит, конечно, 2. совершенно наивно. А мне Везде еще родные нравится, Говени. да, а мне еще нравится вот этот вот аргумент, который часто используют хорошие русские, вот для Бурятии во главе с Александрой Гарможаповой, которые говорят: вы готовы платить вот эту вот цену, кровавую цену за независимость? У меня вопрос встречный: разве сейчас эта цена не оплачивается на войне в Украине, когда людей просто туда гонят, да? Разве она не оплачивалась на всех мировых войнах, в которых наши народы лидируют по потерям? Разве нас не грабят? Разве это не цена? Вот я тоже не могу понять. А мне кажется, она неправильно формулирует свой вопрос. Вот она, которая служит хорошим русским, и им подобные, там, скажем, представители других нерусских народов, наверное, хотят спросить, готовы ли вы оплачивать мою хорошую жизнь? Вы понимаете, что когда вы выйдете из состава России, то я Да, буду абсолютно не нужна Да, фонду Ходорковского, да. никому. А я привыкла к хорошей жизни, я привыкла там к смузи, к этим беседам великосветским. Я же видел, я был в этом всем. Я видел, как эти богемные русские относятся к нерусским. Понимаешь, это такое вот, ну мы же понимаем, кто вы. Мы Ну и все вы видим. понимаете, кто мы, да. Поэтому то, что мы создали сейчас НЭСУ, мы оказались как бы сами с собой. Все на равных. Нету великих, нету еще каких-то. Яркий пример службы Гарможаповой хорошим русским. Можно посмотреть фильм «Джанго освобожденный» во главе, где Ди Каприо. Вот там управленец из рабов, вот это из этих негров, он явный показатель того, что сегодня делает Гарможапова, услуживая хорошим русским. Ну, к сожалению, такие в наших народах есть, такие есть и среди башкир. Но я скажу даже так, что вот на сегодня, после вот этих событий в Башкортостане, те хорошие башкиры, которые сейчас находятся за границей и которые раньше выступали только за максимум федерализацию и никакой независимости они не хотели, то сегодня они, я вижу, что изменили свое мнение. Изменили свое мнение, и они поняли, что именно сила есть только у национальных республик. Сила, вот та сила, которая может изменить Россию, свергнуть режим. И когда говорят, что как вы будете завоевывать свою независимость, чем вы будете завоевывать свою независимость, и они увидели, что вот эта сила есть. И по аналогии 91 года, 17 года именно национальные движения развалили эти империи. И так оно и будет и с этой Россией. Ну, Руслан, да, к сожалению, на данный момент, будем честны, ни Киев, ни Брюссель, ни Лондон, ни Вашингтон не понимают этого. Вот знаете, я у себя опубликовал в Фейсбуке обращение Украинской повстанческой армии к народам Кавказа. Я вас уверяю, что тот документ, который я читал, сегодня в мире, ну, я не знаю, найдется ли сотни человек, которые составят столь четкий, скрупулезный документ обращения к народам, где будут даже названы правильно, без ошибок, все дворяне,
царские, которые получили захваченные земли на Кавказе, где было персонально каждому обращение. Я с многими разговаривал, как бы, украинцами, я им сказал, я говорю, Господи, покажите мне в вашей стране одного человека или 10 человек, которые вот этот документ могут написать. Вот если такие есть, я говорю, завтра Россию можно идти разваливать. К сожалению, я не знаю, каким образом достучаться, да, но я уверен, что стучаться на Запад должны мы сами, объединенно, потому что по одному слушать они, опять же, прогресс, как бы, наверное, не ну, люди потеряли знания, люди потеряли понимание, люди, когда ты им говоришь башкир, якут, калмык, ингуш, кто угодно, для них это, ну, какие-то, да, мы что-то где-то слышали. Крайне мало людей, которые знают, крайне мало людей, которые в этом разбираются. И, к сожалению, в госсекторе очень много тех людей, которые вообще в этом ничего не понимают. Есть такая. Да, я еще хочу, да, поступают вопросы вот по диверсиям, да. Люди хотят совершать диверсии, что-то делать там, как бы, ну, есть люди, которые, ну, не хотят куда-то ехать, а хотят прямо вот здесь воевать, да. Но рассчитывайте свои силы, господа, потому что вы воюете, как бы, не противника, а с профессионалами. Если вы такой же профессионал, вы умеете подойти к объекту, отойти, как бы заложить, там, совершить диверсию, то с вами хвала. Но если вы обычный человек, если вы всю жизнь как бы провели гражданским человеком, то мой вам совет: лучше пройти обучение в сибирском батальоне и вернуться, и биться наравне с профессионалами, чем просто вот так вот как бы положить свою жизнь ни за что. Есть хорошее слово «саботаж». Сейчас слабость России в ее экономике. Уничтожайте экономику. Вот если у вас возможность плохо работать, работайте плохо, это саботаж называется. И таким образом вы приближаете свою свободу, приближаете окончание войны, окончание всех этих смертей. Да? Потому что будет экономика России, будет идти мясо на фронт. Людей они не жалеют, людей много, как бы, да. А вот снарядов, патронов, экономики, хлеба, масла, это число конечно. И если есть возможность, делайте саботаж. Делайте так, что эта военная машина начала, как ржаветь и не прочиваться. Вот так вот у меня. Я поддержу Влада. Я считаю, что абсолютно верно. Дело в том, что когда началась так называемая мобилизация 2 года назад, да, и у нас тоже очень много было диверсий. Люди совершали различные подрывы, там поджигали военкоматы и очень быстро переловили всех, потому что люди не профессионалы, люди не готовились к этому. И, к сожалению, очень много таких достаточно боевых ребят, да, сегодня все посажены, соответственно. И я считаю, что действительно на сегодняшний момент нам нужно создавать свои вооруженные формирования за пределами России, чтобы они прошли хорошую боевую подготовку, слаживание, чтобы это были настоящие диверсионные отряды, которые могли бы численностью там в 100-500 тысяч человек высадиться в час X на территории своей республики. А если это будет одновременно в нескольких республиках, в 5-6 республиках, то я думаю, что ситуацию в стране, в России можно будет изменить очень быстро, тем более в своих республиках. Тем более, когда население будет ждать. Но это как немножко будет похоже на высадку Фиделя Кастро, да, на Кубу, когда он там с отрядом несколько человек, да, и поэтому на сегодняшний момент действительно нам нужно сопротивляться. Это не силовое сопротивление в самой республике. В самой республике это вот действительно саботаж, это показывать теми своими силами, всеми своим видом, что мы не приемлем эту власть,
не участвовать ни в каких выборах, если зовут куда-то там на какие-то митинги провластные, не идти на них. На работе действительно, если ты работаешь бюджетником, работать Плохо. так Плохо. плохо работать, действительно, плохо работать. Ну, это вот брать какой-то, покупать желательно у своих, не покупать в тех сетях, которые относятся к федеральным, поддерживать своих производителей. Как-то вот брать путь Ганди, приспосабливая к современным условиям. И еще раз говорю, всем своим видом, если ты можешь говорить на своем родном языке, требуй, чтобы с тобой разговаривали на родном языке. Остановили тебя гаишники, штраф выписывают, общайся с ними на родном языке. Требуешь переводчика. На суд привезли, требуй переводчика. И так далее, и так далее. То есть весь народ должен показывать всем своим видом, что он не приемлет эту власть, и он ждет, как это делали эстонцы, как это делали латвийцы, литовцы. Они жили так, они показывали всем видом, что мы вас не считаем за власть, за свою. И как только придет час X, мы обязательно будем независимыми. Я подписываюсь под каждым словом Руслана, подписываюсь под каждым словом Владислава, потому что это абсолютно верно. Сегодня, если каждый нерусский перестанет платить налоги или будет максимально стараться их не платить, чтобы от нас были мизерные поступления в бюджет, потому что лучше попасть под статью, где за неуплату налогов, чем попасть под статью, которая будет политическая, скажем так. И если сегодня все, что говорил Руслан и Владислав, наши народы будут делать, тогда у нас есть шанс приблизить час освобождения. И очень важен действительно родной язык, потому что больше всего они ненавидят, это они ненавидят наш язык. Он просто их выбежит. Они нигде не учат его. Мы знаем, какой мизер из них учит наш язык, языки тех народов. И что касается, я считаю, армии, да, мы можем... Для меня как бы залог успеха, я абсолютно уверен в успехе только тогда, когда это начнется одновременно у всех. Да. Вот это самый важный момент. Потому что, не дай бог, кто-то испугается, кто-то скажет, а мы вовремя не пришли, мы вовремя не начали, а мы не знали и так далее. Они используют, Кремль использует эту лазейку, чтобы наброситься и передавить нас поодиночке. Тут как бы единство в этом плане важно. И в саботаже должно быть единство, потому что если в саботаже будет единство, то у них не будет просто денег этапировать даже сегодня арестовываемых башкиров. Их придется держать Башкирии, это тоже будет сложно, потому что и там саботаж. Саботаж-то сегодня для нас самый доступный, самый безопасный для людей инструмент. Не работаем на оккупантов, не общаемся на оккупационном языке. Итальянская Тут- забастовка, да, называется. Друзья, у нас Тут еще время... очень важно- Мгм. Да, Руслан. Да-да-да, говори. У нас подходит к эфиру, вернее, к концу наш эфир, и хочу всех поблагодарить. И получается, что формула независимости заключается в объединении всех коренных народов и в хорошей организации, координации между нами. Руслан? Я вот тогда действительно, я как раз вот добавлю вот в эту вот общую такую канву, то, что действительно вот в это вот ненасильственное сопротивление, его не должен проводить один народ. Его должны проводить все народы и поддерживать друг друга. Народы должны поддерживать друг друга в этом ненасильственном сопротивлении. Если, допустим, ну как пример, рядовой сотрудник каких-то там полиции, допустим, по национальности кумык, его направили там сопровождать башкира. Он должен максимально ему показать свое, высказать свою доброжелательность, поддержку, да, и максимально облегчить ему условия, тех условий, в которых он находится. То же самое башкир должен делать по отношению к татару, к ингушу, к буряту. И все народы должны поддерживать в этом. Они должны мысленно понимать друг друга, да, что вот они все вместе сейчас выступают единым фронтом. Вот это залог, я считаю, что успеха. Так. Согласна. А нам, кстати, не нужно объяснять, что такое быть нерусским в России. Да. Нас это объединяет. Да. Спасибо большое.
Все, всем спасибо. Спасибо, Владислав, спасибо. Да, Руслан. спасибо вам, да, спасибо всем всем. зрителям. Да. Да. Все. Держимся.